ПЦР-лаборатории – это такие спецучреждения для быстрого определения у пациентов COVID-19, будут дополнительно открыты в Усинской райбольнице и Эжвинской поликлинике. Для их запуска требуется не только комплексное оснащение, но и организация особых мер защиты. Болезнь, увы, пока не отступает, пик впереди. А значит, открытие подобных лабораторий актуально. На борьбу с опасной болезнью было выделено дополнительное финансирование. Об этом и многом другом. По итогам воскресного диалога главы расскажет Ольга Коняева. На октябрьской сессии Госсовета решено дополнительно выделить более миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. В первую очередь средства направили на создание лабораторий ПЦР-диагностики. Уже открыта лаборатория в Ухте, это до 400 анализов в сутки. Также будут созданы на базе Усинской райбольницы и в поликлинике Эжвы. В дальнейшем лаборатории могут работать на выявление других инфекций. Кроме того, деньги пошли на оборудование медучреждений в Воркуте. На 70 миллионов оснастили инфекционную больницу скорой помощи, родильный дом. Это рентгенаппараты, анализаторы газа в крови, аппараты УЗИ. У нас достаточно большое скопление людей при прохождении КТ-исследований. И мы дополнительно сейчас вот из этих денег, которые попросили у депутатов Госсовета, на 2 компьютерных томографа, потому что нам нужно расшивать узкие места, и дополнительно вот 2 КТ аппарата, один из них будет установлен в Сыктывкаре, а второй будет установлен в Воркуте. Плюс в перспективе мы видим, что компьютерные томографы стареют, становится, в общем, уже не информативная картинка, и мы дополнительно до 2025 года будем менять 6 компьютерных томографов. Бывая в муниципалитетах, глава выявил болевые точки, и уже сейчас идут ремонты в Удырской, Книжпогосской ЦРБ. В Уктельской больнице обновят кислородные сети. Возобновлена круглосуточная работа стационара в поселке Варгашор. Прислушался глава и к наказу жителей Ижемского и Троицко-Печорского районов. По их просьбам открыты 2 новых вертолетных маршрута из Ухты. В поселок Каю и село Ижма, а также через Троицко-Печорск в Приуральский и обратно. На реках республики период ледостава, проработаны и другие варианты доставки жителей. Судно на воздушной подушке «Кайман» уже доставили в сыктывкарский поселок Сеткиркич. Заказали аэролодку в Уктыльский район. Доставку ожидают к весне. Мы провели достаточно большую работу, сохранили Комавиатранс, и как раз за счет вертолетных маршрутов, которые обеспечивают Комавиатранс, мы готовность к таким перевозкам обеспечили полностью. В 5 районах – Усинский, Печорский, Уктыльский, Ижемский и Усцилимский – как раз будут вертолетные перевозки. Готовы еще 23 километра дороги Сыктывкар-Нарьин-Мар. Стратегически важный участок Кабанты-Висмалапера удалось завершить раньше срока. Благодаря не только ответственности подрядчика, но и значительному увеличению федерального финансирования в 2020 году по просьбе Владимира Уйба. Ремонтная кампания этого года охватила практически каждый район республики. Обновили 78 километров, на 5 из них установлено современное освещение. Новые технологии позволят экономить электроэнергию. Много вопросов остается к ненадежным наплавным мостам. Их сносит во время ледохода. Мы все-таки наметили 5 таких мостов. Первый мост – это через реку Луза, поселок Коржинский в Прилукском районе, поселок Мещура в Книжпогосском районе. И вот буквально на прошлой неделе мы с коллегами, с депутатами Госсовета, с главами 3 муниципальных образований – Сосногорского, Ухты и Ижемского ездили поселок Керки, это направление Керки-Том, река Аюва. Вот там тоже определили, что там тоже будем строить все-таки капитальный мост. А еще Коми – лидер библиотечной реформы в стране. В ноябре в республике откроются 6 модельных библиотек, а всего их будет 15 в этом году. План на следующий – обновить крупные библиотеки в Ухте, Воркуте, Усинске. Средства, в том числе на эти работы, будут заложены в республиканском бюджете. Он будет дефицитным, но это не повод отказываться от развития. Мы не собираемся останавливать строительство школ, детских садов, медицинских учреждений. То есть мы не собираемся снижать уровень
финансирования народных инициатив, народных бюджетов. То есть вот все социальные программы мы хотим выдержать. А соответственно, понятно, что раз бюджет дефицитный, мы должны идти в займ, то есть мы должны заимствовать кредиты, мы должны выпускать облигации республиканские, но мы идем на это выверенно, мы просчитываем все, и вот это требует особой тщательности в балансировке бюджета. Парламентарии уже успели рассмотреть 6 госпрограмм. На очереди еще 11. К середине декабря бюджет региона должен быть утвержден. Ольга Коняева, телеканал Юрган.